Большое кино из Осетии. В республике снимают экранизацию поэмы Георгия Малиева «Темур Алсак». Режиссер Аким Салбиев обещает, что в картине будет воссоздан дух эпохи, а само действо на экране захватит зрителя динамикой и правдоподобностью. К съемкам привлекли известного осетинского каскадера Эльбруса Уртаева и артистов театра «Нарты». На съемочной площадке побывала Карина Гигалаева. В небольшом лесу в Хазнедоне развернулась настоящая киноплощадка. Репетиции не прекращаются уже несколько дней. Режиссер Аким Салбиев наставляет перед каждой сценой. Порой строг, но говорит по-другому никак. По его словам, творение Георгия Малиева «Темур Алсак» – удивительная, мощная героическая поэма. Это стык 17-18 веков, поэтому важно точно передать атмосферу того времени. Это будет большой фильм нового жанра, где реконструкция времени и современность будут переплетены. Как назвать этот жанр? Но художественно-документальное, новое кино. Мы именно так задумали этот фильм с продюсером. Сюжет картины незамысловатый. Вечная вражда между бедными и богатыми. Несчастная любовь и крепкая дружба. Детали кинорежиссер не раскрывает. Хочет, чтобы после просмотра фильма люди захотели прочитать поэму. Она уже давно переведена на русский язык. Несколько лет подряд ее ставят на подмостках известных театров. А в главных ролях именитые актеры. В этом же фильме задействованы актеры конно-драматического театра «Нарты». Нету таких легких сцен, которые человек сказал, да, это легко сделать, все надо репетировать. Дома ли, там, где-то уже на месте, все сложно. Нету легкого, да и, наверное, во всем мире нету легче легкого. Каждое движение оттачивают и доводят до совершенства. Зритель должен не просто сказать «верю», а проникнуться эпохой и трагизмом происходящего. А здесь сейчас разворачивается, пожалуй, одна из самых захватывающих сцен. Сложные боевые приемы, битва на мечах, падение с лошадей. Сцена не просто опасна, но и трагична. По сценарию главный герой оказался во власти врага. Он сражается отважно, из последних сил борется за свою жизнь и честь своей невесты, но в конце погибает. Воплощать задуманное режиссеру помогает Эльбрус Уртаев, каскадер и сценарист из ЮАР, где живет уже 26 лет. Там у него и свои наездники, и свои лошади. Все эти годы работает в кинематографе. Параллельно трудится над крупными картинами. Из последнего сериал «Троя. Падение города». Об Осетии каскадер никогда не забывает и часто приезжает. В этот раз повод особенный. На родине это его первая работа. Мы любим это очень, да, много. Я отработал исторические вот именно фильмы. И как-то они мне близки, да, по духу, по всем вот этим моментам. Да, и вот здесь тоже как-то хотим вот именно создать эту атмосферу, которая вот с чем мы были связаны в тех фильмах, где я отработал. Да, ну посмотрим, как у нас получится. Мало очень времени. Приехал Эльбрус с сыновьями. Все сложные и опасные трюки выполняют именно они. Ребята практически не говорят на русском и осетинском, но языковой барьер не помеха. И даже если что-то непонятно, рядом отец. Он направляет и наставляет. И вполне удачно. В съемках исторических фильмов часто бывает неудобная одежда и обувь. И этот фильм не исключение. Это вызов для нас. Но мы его принимаем и вполне удачно справляемся. Сейчас съемки в самом разгаре. Уже сняты некоторые сцены в Москве. Впереди еще как минимум месяц работы в Осетии. Кинорежиссер говорит, ждать осталось недолго, и уже в конце осени фильм выйдет на экраны. Карина Гигалаева, Чермен Цураев. Новости Осетии.